Ровная крыша, аккуратный фасад. Пока многоквартирный дом не вызывает опасений жителей. Он новый. Пройдет немного времени, крыша прохудится, фасад потрескается, электропитание начнет давать сбои. Мария Мивлоева купила квартиру здесь 2 месяца назад. Женщина пока не понимает суть программы «Капремонт». Специально для таких жильцов сотрудники фонда проводят разъяснительную работу по каждому адресу. Я в этом ни в чем не разбираюсь. И что надо... Скажите, чтобы он обязательно присутствовал на сходе граждан. Программа «Капремонт» проводится в регионе с 2014 года. За это время удалось отремонтировать 20 домов. В программу ремонта входят капитальные работы по замене крыши, реконструкции инженерных сетей, восстановлению фасада дома. Обязательное отчисление по капремонту, гарантия и право жителей требовать от администрации реконструкции дома в чрезвычайном случае. Таких, как Марем, заинтересованных немного. Работу сотрудников чаще игнорируют. Приходится оставлять буклеты в дверях в надежде на сознательность жильцов. Размер взноса 5 рублей 90 копеек за квадратный метр. Дашу Баркинхоева только готовится к покупке квартиры. Сотрудника фонда она встречает радушно. Для нее это отличная возможность ознакомиться с программой перед въездом в собственную квартиру. Ежемесячно мне платить? Да, вам нужно ежемесячно причислять взнос, исходя из 5 рублей 90 копеек за 1 квадратный метр. То есть, это умножить? Да, умножьте, вы говорите, это 318 рублей. 300 чем-то выходит. А вот у меня на Зане есть ипотечная квартира. Это с первых дней платить или как? После того, как вы уже оформите собственность данное помещение. Да? За 3 дня сотрудники фонда обошли 60 домов в Магасе, а это 300 квартир. Квитанция об оплате начнет приходить собственникам с конца августа текущего года. Как и другие налоги, послабления происходят для ветеранов труда, Великой Отечественной войны и других категорий льготников. Многие собственники непониманием относятся к таким вопросам. Для таких собственников мы в дальнейшем еще будем проводить такие разъяснительные работы с участием всех сотрудников фонда капитального ремонта. Благодаря той работе, которую мы проделали, мы вышли по итогам 2016 года с 1,8% до 39,6%. То есть повышение взноса у нас составило в районе 37%. В будущем такое отношение может сыграть против самих жильцов. Судебные иски за неуплату уже исчисляются сотнями. Разъяснительную работу сотрудники фонда продолжат уже в других городах региона. Зульфия Мислаурова, Рахман Цуров, Новости 24.